Пост я соблюдаю уже давно, но осознанно перешла к нему 3 года назад. Пост – это не только отказ от еды, дело вообще не в еде, дело в каком-то душевном очищении, что ли. Вера укрепляется в этот месяц, становишься ближе к Богу, ты становишься больше уязвим в плане религии, ты чувствуешь настоящую опору какую-то извне, из внешне. Это, может быть, звучит как-то нереалистично, но на самом деле пост – это правда время свершения мечт. Здесь в этом месяце происходят невероятные вещи, и все, что хотелось, происходит именно сейчас. Я не знаю, как это происходит, но точно это дело веры. И когда ты не кушаешь, у тебя появляется огромное количество времени, оказывается, чтобы ты не готовил еду, не думал о еде, а о том, чтобы ты понял какие-то вещи, прочитал молитвы, прочитал лишний намаз лишний раз. И это настолько вдохновляет, что вырастают крылья не только для религии, но и для других свершений, для других дел. Что я хочу посоветовать в оставшиеся дни Рамадана и в последующие годы. Надеюсь, мы еще будем держать не один пост все вместе. Это соблюдать культуру питания, культуру ифтара и сухара. Ифтар – это послезакатный прием пищи, а сухур – это предрассветный. Сухур также необходим нашему организму, его нельзя игнорировать, избегать, поэтому обязательно, во-первых, ифтарьтесь, принимайте пищу, и ифтар должен быть очень легким. Это могут быть овощные салаты. Вот. И самое главное, конечно же, открыть ифтар можно финиками. И дальше попить воды, сделать намаз, магриб, и дальше приступить к приему пищи, но не наедайтесь. Вот, как я говорила, лучше поесть салат какой-нибудь овощной. Дальше делать дела, читать намаз и лечь поспать. Вот. И обязательно необходимо встать на сухур. Также попить воды, но на сухур лучше принимать пищу, которая будет долго перевариваться и давать вам больше энергии. Это могут быть различные крупы, это могут быть булгур, может быть рис, гречка, да, и мясо. Или вот, например, яйца, такие вот очень питательные продукты. Вот. И, конечно же, хочется сказать, чтобы никто не налегал на сладкое, потому что это быстрые углеводы, которые быстро переварятся, дадут всплеск глюкозы в крови, и также эта глюкоза быстро переработается, и энергии сякнет, ее не хватит на весь день. Вот. Не забывайте также пить как можно больше воды. Вначале мне было немножечко сложно, потому что я в этом году первый раз начала держать пост. К этому пришла, мне кажется, сама, никто мне не говорил. Вот. По прошествию какого-то времени, уже через неделю, скорее всего, уже у меня организм как-то привык, и я начала ощущать такую легкость. Вот. И хочу сказать, что и в следующем году, и в последующие года я буду держать пост, потому что это с точки зрения для медицины полезно, потому что у нас организм все-таки во время поста очищается духовно.